Добрый вечер! В этот торжественный день празднования нашего 50-летнего юбилея Пятигимназийской гимназии мы рады приветствовать всех, кто сегодня собрался в этом теплом, красивом, торжественном и уютном зале. Мы рады видеть здесь наших уважаемых педагогов. Мы рады видеть здесь ветеранов педагогического труда, наших дорогих гостей, родителей, учеников и, конечно, выпускников нашей школы. Мы приветствуем гостей нашего праздника. Мы знаем, что вы отложили свои дела и пришли к нам отпраздновать это прекрасное событие. Сегодня в зале мы собрали наших близких, дорогих и самых любимых друзей гимназии. Ведь школа отмечает свой день рождения. Уже 50 лет наши двери всегда открыты. А что принято делать в день рождения? Конечно же, получать и дарить подарки. Этот концерт мы посвящаем нашей школе. А вот и первый подарок. Интересно, что же в нем? Сейчас и узнаем.
мне очень приятно предоставить слово директору нашей Пятихлемяйской гимназии Коновалову Вячеславу Владимировичу. Austatud külalised, lugupeetud proua linnapea, lugupeetud linnavolikogu aseesimees, kallis Pähklimäe gümnaasiumi pere, kooli senioorid, vilistlased, õpetajad, õpilased ja lapsevanemad. Mul on suur rõõm tervitada kõiki siin saalis, kuhu oleme kogenud, et tähistada meie kooli 50. kuldset aastapäeva. Meie kool on olnud ja on ka praegu linna populaarseim kool, kus on 1044 õpilast ning suurepärased, andekad ja professionaalsed õpetajad. Meie kooli on 50 aasta jooksul lõpetanud palju säravaid, aktiivseid, motiveeritud poisse ja tüdrukuid, kes töötavad oma kohaliku kogukonna hüvanguks paljudes riikides üle maailma. Oleme uhked oma õpilase akadeemiliste saavutuste üle ja tunnistame nende saavutusi väljaspool kooli, spordis, tantsus ja laulukunstis. Meid ootavad ees uued väljakutsed, kuid oleme kindlad, et meie kooliperel on nii tugevad sidemed, et üheskoos saame kõikidest väljakutsestest jagu. Elagu NPG! Уважаемые почетные гости, уважаемая госпожа мэр, уважаемая госпожа заместитель председателя городского собрания, дорогая семья Pähklimäйской гимназии, ветераны школы, выпускники, учителя, ученики и родители. Мне очень приятно приветствовать вас всех в этом зале, где мы собрались, чтобы отметить 50-летие нашей дорогой, любимой школы. Вы знаете, сценарий сегодняшнего праздника расписан по десятилетиям. И это сделано не случайно, ведь школа – это не только стены, тем более такие солидного возраста, молящие о ремонте стены, как в здании нашей школы. Школа – это живой организм. И ее история складывается из событий, традиций, памятных и знаковых мероприятий, которые организуют люди, ее населяющие. Распахнув свои двери в сентябре 1973 года, 11-я школа города Нарвы могла стать вполне себе заурядной, чисто номерной 11-й по счету школой среднего образования. Но уже с первых лет существования школа стала особенной. Благодаря стараниям сильного, профессионального, ориентированного на результат педагогического состава, школа начала пользоваться огромной популярностью. И уже через 10 лет в школе училось 1700 учащихся. И тогда школа работала в 2 смены. Наша школа первой в городе получила статус гимназии в 1994 году, когда директором была Татьяна Зарусских. И вновь стала местом притяжения учеников из разных микрорайонов города. В этом заслуга наших замечательных опытных педагогов, большая часть из которых находится в этом зале, а самые опытные располагаются во 2-м ряду. Это те люди, которые не только давали основательные академические знания нашим ученикам, но и сумели создать особое, уважительное и доверительное отношение между учеником и учителем. Давайте вместе поаплодируем этим замечательным людям в знак признательности. Наша гимназия гордится своими выпускниками, которые за 50 лет существования школы разлетелись по всему миру и по аналогии со знаменитым изречением Хемингуэя о том, что в каждом порту мира непременно отыщется хотя бы 2 эстонца,
50 лет спустя мы, пожалуй, не ошибемся, предположив, что в любой стране мира есть хотя бы один выпускник НПГ, спектр занятости которого варьируется от разработчика компьютерных игр до ученого-вирусолога, от архитектора до учителя начальной школы. Мы гордимся нашими выпускниками, которые учатся и преподают в ведущих мировых вузах, включая Кембридж, Оксфорд и Принстон. Причем самое важное, они не теряют связи со школой, периодически заходя на уроки и заряжая нынешних школьников позитивом и желанием получить удовольствие от учебы как в школе, так и после ее окончания. Среди выпускников НПГ известны в нашей стране политики, тренеры спортивных команд, теле- и радиожурналисты. Всех их объединяет не только то, что они вышли из одной школы, но и то, что у них общие принципы, которыми они руководствуются и по которым пытаются жить. Это быть целеустремленными, требовательными к себе и пытаться сделать мир вокруг себя еще лучше, еще позитивнее. В Пях-Климяйской гимназии образца 2023 года мы строим отношения внутри школьной семьи на этих же принципах. Нам важна безопасная, дружелюбная среда и взаимоуважение. Мы целим сотрудничество и стремимся как дать, так и получить современное качественное образование. Нам важно и отрадно знать не только то, что наши ученики входят в национальную сборную Эстонии по математике или физике, но и то, что сами ученики думают о преподавании предмета учителями. Мы понимаем, что школа – это не вся жизнь современного молодого человека, поэтому с удовольствием делимся спортивными, вокальными, танцевальными, творческими успехами наших учеников на страницах школы в интернете и на экранах в здании гимназии. Мы стараемся строить отношения с родителями, принимая во внимание их мнение и прислушиваясь к нему во время родительских форумов и встреч с родителями-предметниками. И хотим, чтобы выходные действительно были временем для семьи, отменив домашние задания на понедельник. Вы знаете, возглавив коллектив 5 лет назад, я не перестаю удивляться, насколько трудолюбивые, самоотверженные, выносливые, активные, талантливые, заботливые, терпеливые и позитивные наши педагоги в НПГ. В письмах по пятницам коллективу в качестве подведения итогов недели я не один раз признавался им, что горжусь нашими учителями, этими важными элементами системы образования, которые и открытые уроки для директоров и завучей иностранной школы такие выдадут, что восторженная обратная связь от гостей не умолкает в течение получаса. И по субботам на работу в подготовительной школе и в факультативных кружках по точным и естественным наукам выйдут. И вечером после 17 часов придут в школу на проект «Домашка», чтобы подсобить тем ученикам, для кого учебная программа слишком сложна, чтобы осилить ее самостоятельно. А как они поют, декламируют стихи и танцуют. Впрочем, в этом вы сегодня можете сами убедиться. А пока предлагаю искупать наших учителей в аплодисментах. Спасибо. Уважаемые друзья, в ближайшие годы нашу школу ждут новые вызовы. Мы прощаемся с гимназистами. В городе откроются новые школы, и в новые гимназии пойдут несколько сильных учителей из спецсостава нашей школы. Количество детей дошкольного возраста в городе стремительно падает, усиливая конкуренцию между школами. Да, и переход на эстонский язык обучения для многих не покажется легкой прогулкой в парке. Но пях-климяйские, они люди из особого теста. Они умеют преодолевать сложности с честью и с высоко поднятой головой. И я уверен, что именно так и произойдет и на юбилее НПК, Нарвской пях-климяйской школы, преемницы НПГ с 1 сентября этого года. Спустя 5, 10, 15 или 20 лет у школьной семьи будет множество поводов для гордости, радости и восторженных слов. А к 2030 году, я очень на это надеюсь, появится и новое здание Пях-Климяйской школы. А сегодня в канун юбилея
все классы нашей школы делают подарки. Я особо обратил внимание на выполненную из вырезанных бумажных сердечек цифру 50, где в каждом отдельном сердечке семиклассники написали, почему они любят свою школу. Вот что я прочел в некоторых из сердечек. Я люблю свою школу за то, что во время мероприятий она может создать позитивную, поразительно интересную, дружелюбную и познавательную среду. Я люблю свою школу за то, что она сближает меня с родителями. Я люблю свою школу за лучшие моменты в жизни. Эти короткие, емкие предложения лишь укрепляют меня в мысли в том, что что-то в этой нашей школе мы определенно делаем правильно. Дорогие друзья, поздравляю всех вас с 50-летием нашей школы, с юбилеем НПГ! Meil on hea meel, et Narva linnapea proua Kadri Raik on täna meiega saalis ja me kutsume teid proua linnapea lavale. Нам приятно, что с юбилеем школы пришла поздравить мэр города Нарвы, госпожа Kadri Raik. Приглашаем вас на сцену. Hea Slava, hea koolipere. Ma arvan, et alustuseks on ka kooli direktor ära teeninud suure aplausi, sest nii nagu direktor, nii ka kool. Slava, see aplaus on sulle. Разумеется, школа, гимназия и любая школа – это люди. Это ученики, эти учителя, родители, выпускники. Ja хотелось бы обратиться сюда в первый ряд, siia esimese rea poole. Milline kool on maailmas kõige parem? Milline kool on maailmas kõige parem? Какая школа в мире самая лучшая? Pähklimäe kool, õigus, Pähklimäe gümnaasium, Pähklimäe kool. Pidage seda alati meeles. Слава, я могу так обратиться, сколько мы знакомы, как ни странно, уже почти 25 лет. Жизнь идет быстро. Слава уже сказала, что ваша школа не может никуда исчезнуть, поэтому что это очень хорошая, очень сильная школа. И верьте, вы действительно... И верьте, у вас действительно будет новое здание. Как-то у меня что-то в жизни хорошо получается, так-то строить здание. Поэтому я вам обещаю, что не позднее, чем в 2024 году начинается проектирование, и в 2026 году, дай бог, к ним и не были, мы встретимся на открытии этого здания. No veel siiski paar sõna kooliperele. Kui mina tulin Narva rohkem kui 20 aastat tagasi, teadsin ma Narvast Narva sümfooniaorkestrit, Narva keelte lütseumi ja Pähklimäe gümnaasiumi. Ja Pähklimäe gümnaasiumi, millest räägiti, et see on eriti tugev ja eriline kool. Ja see oli tõsi. Ja nii see ka on jäänud. Ma olen alati suure lugupidamisega vaadanud Pähklimäe gümnaasiumi saavutusi. Aitäh kõige selle eest, mis koolis on tehtud. Ja mis seal salata, ma olen olnud vastuvõtukomisjonis Narva kolledžisse, Tartu Ülikooli Narva kolledžisse ja võtnud Narvas ka paljusid inimesi tööle. Ja see, kui keegi on lõpetanud Pähklimäe gümnaasiumi, siis see on justkui kvaliteedimärk. See on justkui kvaliteedimärk, hea haridus, hea inimene, mitte ainult tubli ja tark, vaid ka hea inimene. Ja see on ühe kooli oluline roll, kasvatada head inimest. Спасибо всем учителям. Те, которые работали в школе, кто сейчас работает. Мы знаем, что это
Я ваша коллега по своему образованию и несколько преподавала в жизни. Я знаю, что это самая красивая профессия, которая в жизни есть, но не самая легкая. Я желаю вам от всего сердца самых хороших учеников. Терпения, счастья, крепкого здоровья. Ученики и их родители, которых тоже сегодня здесь много, я уверена, что многие от вас и выпускники Pähklimäe гимназии. Это же как-то сильная школа, так-то учатся в этом школе и поколениями. Вы делали правильный выбор, чтобы ваши дети учатся в Pähklimäe школе. Ученики, пожалуйста, горжитесь своей школой. Еще раз. Pähklimäe kool ei kao mitte kunagi, mitte kuskile. Pähklimäe школа никогда не может исчезнуть, поэтому что Pähklimäe kool on väga hea kool, поэтому что Pähklimäe школа это особенно хорошая школа. И подарок у меня в виде сертификата, так и как было договорено, но мы договаривались в 26 году, новое здание Pähklimäe школы. Aitäh! Нам также радостно, что и депутаты городского собрания пришли поздравить нас с 50-летием. Приглашаем на сцену заместителя председателя Нарвского городского собрания Наталью Умарову. Уважаемый директор, уважаемые учителя, педагоги, вы знаете, для меня всегда школа – это то место, куда родители в первый класс ведут за ручку маленьких мальчиков и девочек, маленьких детей, которые потом превращаются в интересные личности. И они находят там друзей, наставников, получают какую-то установку в своей жизни, наверное, двигаются дальше. Поэтому я желаю, пускай стены вашей школы будут крепкими, теперь уже и красивыми, и пускай учителя будут талантливые, с энтузиазмом, мудрости вам, терпения. Вы знаете, мне хочется пожелать, чтобы ученики были просто счастливые в вашей школе. От всей души с юбилеем вас! И я думаю, что Pähklimäe школа будет еще продолжать эту традицию. У нее будет не один юбилей. И, может быть, кто-то будет поздравлять со столетием. Успехов вам! Ровно 50 лет назад, в далеком 1973 году, в одном местечке, в народе его называют Ореховой горкой, началась история нашей школы. Построили ее строители за рекордно короткий срок. Самая горячая пора строительства пришлась на лето. По 2 смены работали строители, и какие только добровольцы не помогали им, даже будущие хозяева школы, ее ученики. И откуда, Ваня, ты все это знаешь? Из газеты «Нарвский рабочий» за 6 сентября 1973 года. Сама читай. Ни много ни мало, а почти 1 миллион рублей обошлось строительство новой школы. Сейчас основные трудности позади. Стоит на окраине города новая красавица-школа. И все в ней самое-самое, самая большая, самая удобная и благоустроенная, с самыми хорошими кабинетами. В добрый путь, школа! Siin on valmis pimemis, spineroon kotsis taskus on tahvel, ennast oli nagu sinagi. Sama vana kasvab ja puhas lauas tahvel, suvel saab söödud, liiga palju tsikleid.
Все, пошли. Юбилей – это улыбки и цветы, музыка и танцы, поздравления и пожелания. Школьная жизнь никогда не стоит на месте. Она всегда движется, изменяется и стремится к новому и неизведанному. Готовы ли мы идти вперед? Ready to go! Песню с такими словами исполнят ученики 4 классов. Начались веселые школьные будни. Шли годы. Школа крепко становилась на ноги. 1994 год. Школе уже исполнилось 20 лет, и она первая в городе получает звание гимназии. Теперь это Нарская Пеклемайская гимназия. 1377 учеников каждый день входят в ее двери. Выпустились первые гимназисты, 38 учеников, из них 6 с медалями. С каждым годом число учеников и выпускников росло. Сегодня это самая большая школа в городе, которая славится своим командным духом, активными умными учениками и опытными талантливыми педагогами. Ученики 2 А и 2 Е класса поздравляют с юбилеем весь коллектив гимназии и готовы представить свой подарок – танец. Нормально было?
50. Но разве это много? Для школы, что стоит как монолит, большая ею пройдена дорога, и много еще в жизни предстоит. 50 золотых, 50 трудовых, 50 тебе жизнь отсчитала. 50 — это миг, 50 — это жизнь, 50 — это только начало. У нашей школы день рождения. И, конечно же, сегодня этот просторный зал гостей, друзей своих собрал. Пришли они к нам с поздравлением. На сцену просим, ждем вас с нетерпением. Приглашаем на сцену гостей нашего праздника, членов попечительского совета Нарской Пеклемяйской гимназии и бывшего завуча школы Зою Маджидову Ухабок. Извиняюсь, Зою Маджидовну Ухабакину. Здравствуйте, мои дорогие. Здравствуйте. 20 с лишним лет я была заучем старших классов Пеклемяйской гимназии. Со мной вместе работали Татьяна Эдуардовна Заруцких, или я вместе с ними оговорилась. Татьяна Эдуардовна Заруцких – замечательный директор, творческий человек, активный. У нас дифференцированные классы, помните, были. В Бяйке классы создавались. Затем, предана школе была, безраздельно, жила школой. А Маргарита Ивановна Крутилова – зауч начальной школы. Вы знаете, Маргарита Ивановна Крутилова была мудрейшим человеком, опытным учителем, профессионалом. Вот эти педагоги были действительно учителями учителей. Вы знаете, здесь уже говорили об учителях. Огромное вам спасибо за ваш профессионализм. Я буду говорить преданность школе, действительно, потому что вы в школе больше времени проводите, чем дома. И школа за ваше трудолюбие. Вы знаете, мы ведь не только даем образование, мы учим ребят порядочности, честности, а должны быть сами такими. Ребята очень чувствуют фальшь, неискренность. И пожалуйста, наши учителя такие и воспитывают таких учеников. Говорят о том, какая школа была, наверное, она такая и есть. А я помню слова зауча Трефнер гимназии. Мы были вместе с ним на какой-то конференции или на курсах, и он сказал: а мы ведь следим за олимпиадниками вашей гимназии. Поэтому школа всегда была сильной школой. И реалисты, и естественники, и гуманитарии. Школа замечательная. Но я хочу сказать еще. Я учителей благодарю за то, что они создавали такую дружескую атмосферу. Мне говорили: наверное, так трудно работать с учителями. Нет, легко. Они поддерживали всегда. Пришла я в гимназию, в школу тогда, 1700 человек. Не 2 смены было, а 3 смены, помнят ветераны. Первая начиналась в 8 часов, вторая в 12 часов, а третья в 2 часа. Вот такая была большая школа. И я помню расписание, еще Николай Иванович Купцов, предыдущий зауч, помогал мне делать. Он говорит: Зоя Маджидовна, напишите расписание и уходите быстрее, потому что было очень тяжело все это даже включить в организацию теоретическую. Я хочу сказать спасибо и техническому персоналу. Мы стояли на страже здоровья ребят, смену обувь проверяли всегда, чтобы был это как в дом они вошли. Я хочу сказать и секретарю, я хочу сказать и медицинским работникам, и столовой, потому что
это была школа, это была семья. И еще, вы знаете что? Я обращаюсь к нашим ученикам, к нашим ребятам. Вы самые умные, самые красивые. И вы знаете, это не важно, стали вы где-то там за границей работать или вы получили высокую должность какую-то. Нет, вы стали настоящими людьми. И когда я встречаю вот своего выпускника, ученика, и вот он показывает: Зоя Мажидовна, смотрите, вот моя семья, моя жена, мой ребенок, я радуюсь, что у него все так хорошо. Вы знаете, как-то Женя Сумерин сказал Елене Федоровне: я счастливый человек сегодня, я встретил своих 2 бывших учителей. Я счастливая, когда выхожу в город, я вижу наших учителей, я вижу учеников, я счастливая. А сегодня у нас такое счастье, как бы его не расплескать. Я вас люблю. И от лица попечительского совета очень часто люди думают, попечительский совет — это люди, которые не знают друг друга, они приходят там 1-2 раза в год. В Пяклемяйской гимназии это не так. И спасибо за это администрации, потому что это на самом деле реальные встречи, от них много зависит, они правда влияют на нашу жизнь, так же как и ученический совет. Я надеюсь, что родители и администрация смогут и дальше быть сотрудничать, чтобы продолжать быть такой дружной семьей. А учителям я скажу отдельное спасибо за... Многие из них сейчас вот даже не в зале, но именно в этих классах сейчас учат людей, которые, возможно, будут потом руководить этим городом, а может быть и страной. Те, от кого будут зависеть наши с вами налоги и пенсии. Поэтому давайте стараться, чтобы они учились хорошо. А чтобы в школе было легче жить, у нас есть подарок. Пока большая часть подарка идет, я передам маленькую часть подарка, поскольку школа теперь делает обучение и на улице. Чтобы на улице было не скучно и там была музыка, вам колоночки хочется передать, чтобы было на улице тоже вам хорошо слышно. А это большая часть подарка. Открывайте сами. Вячеслав Владимирович, пожалуйста. Там-то шарик, тут другие шарики. Я так понимаю, волейбольные мячи, да, хорошие? Да, я футбольные хотел сразу забрать уже обратно, но остается в школе. Да, если вы думаете, что на этом все, то не все. Я сейчас посмотрю в зал. Умею заниматься одной вещью. Школа наша меня тоже этому научила. Сегодня так много народу здесь. Мы все любим двигательные паузы, правда? И учителя тоже. Поэтому мы сейчас сделаем одну простую вещь. Все будет очень быстро, если вы все сделаете правильно. Мы сейчас будем запускать волну в зале. Зоя Маджидовна ушла далеко? С какой стороны Зоя Маджидовна будет запускать? С этой в эту? С этой стороны в ту. Все, отлично. Поехали. Зоя Маджидовна сказала, с этой стороны запускаем. Пробная партия сначала. Поехали. Я говорю 1, 2, 3. Встаем, поднимаем руки вверх и садимся обратно. И волна пойдет с этой стороны в эту. Телефоны можете свои доставать, снимать видео, будет весело. Доставайте телефоны. Пробная партия. На счет 3. С этой стороны в эту. Поехали. Стоп, 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 стоп. Музыку можно. Запускаем музыку. Запускаем. На счет 3. 1, 2, 3. Поехали, 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 поехали. Неплохо, неплохо. Когда поднялись, садимся обратно. Так будет интересно. Телефон я не вижу. Кто достал? Достали? Снимайте. Это самый востребованный контент будет. Еще раз.
Еще раз, пробная попытка и фиксируем. Поехали. Раз, два, три. Пошла волна, пошла. Отлично. И в обратную сторону еще разок. 50 лет гимназии. Пошла волна. Молодцы, с днем рождения, гимназия. Большое спасибо членам попечительского совета за эту физкульт-минутку. Наша школа действительно является членом сети школ Ликума Куцев-Коль, поэтому это очень к месту, мне показалось. Ну и благодарим всех гостей, которые пришли сегодня к нам до начала концерта и поздравили нас. Среди них были директора школ, детских садов и учреждений образования города, и как формального, так и неформального. Всем спасибо большое, спасибо за подарки и за внимание. Школа. Какая она? В ней постоянный педагогический коллектив, значит терпеливая. Здесь много улыбающихся лиц, значит счастливая. Здесь всегда рада своим выпускникам, значит гостеприимная. Здесь готова помочь каждому ученику, значит добрая. Сюда бывшие ученики приводят своих детей и внуков, значит любимая. Вот такая она, наша школа.
мода, идут годы. В моде все меняется. Каждый год другая мода в школе представляется. Вашему вниманию предлагается коллекция одежды для школьников и учителей. Осень 1973. Весна 2023. Встречайте. Школьная мода – это борьба не за жизнь, а за желание отстоять свою независимость, индивидуальность. Это полет фантазии. Чего только не увидишь на школьных переменах. Пляжи Тенерифы, золотые пески Майами, бразильские карнавалы. Все это врывается в наши серые, однообразные будни и уводит нас мыслями далеко-далеко от учебно-зачетных работ, консультаций и родительских собраний. Это эксклюзивная одежда от Versace, Armani, до Sensei и Crow. Создай свой стиль и догони его. Вот девиз современной школьной моды. Джинсы и еще раз джинсы. Их любили не только ковбои и хиппи. В школьной моде они стали символом того, что у тебя все в порядке. Ты независимый, космополитичный, стильный, свободный от предрассудков. Да, джинсы стали униформой раз и навсегда.
подиуме. Не быть легкомысленной, экстравагантной и не отвлекать от темы урока многообразие треугольников или валентность металлов. Как здесь быть? Основная задача учительской моды – не выделяться. Белый верх, черный низ, пиджаки и блейзеры, плессированные юбки и юбки-карандаш. Учительская мода – это создание собственного имиджа. Это умение фантазировать и творить каждый день. Воздушный шарфик. И вы, Анна Каренина. Элегантное платье. И сразу вспоминаются северянские строки. В шумном платье муаровом. Вы такая эстетная. Вы такая изящная. Оу!
напоминает всех учеников, взъерошенных и аккуратных, шумных и застенчивых, грустных и веселых. Ведь школа – это начало начал. Ее Величество Судьба предоставила нам удивительную возможность еще раз заглянуть в детство. Мы снова окажемся в той особенной стране, из которой, будучи маленькими, нам так хочется улететь и снова вернуться в нее, став уже взрослыми. Сегодня у нас праздник детства и юности, день рождения никогда не стареющей школы. Школы, в которую ведут все тропинки нашего дома. Школы, в которой живет наше детство. Песню «Куда уходит детство» в исполнении ученицы 12 класса Дарьи посвящаем всем выпускникам Пехклемяйской гимназии. Встречайте. Куда уходит детство, какие города, и где найти нам средства, чтоб вновь покласть нуля. Оно идет неслышно, пока весь город спит, и писем не напишет, и вряд ли позвонит. Ни зимой, ни летом не бывало ждать чудес. Будет детство где-то, но не здесь. И в сугробах белых, и по лужам у ручья будет кто-то бегать, но не я. Куда уходит детство, куда ушло оно? Наверное, в край чудесный, где каждый день кино, где даже ночью синей струится лунный свет. Но нам с тобой отныне туда дороги нет. И зимой, и летом не бывало ждать чудес. Будет детство где-то, но не здесь. И в сугробах белых, и по лужам у ручья будет кто-то бегать, но не я. И зимой, и летом не бывало ждать чудес. Будет детство где-то, но не здесь. И в сугробах белых, и по лужам у ручья будет кто-то бегать, но не я. Куда уходит детство, какие города? Отмечая день рождения, конечно, просто нельзя не вспомнить тех, кто стоял у истоков, кто отдал школе не один десяток лет. Первым директором школы была Абросимова Анита Михайловна. В разные школы школой руководили Устинов Анатолий Павлович. Лившиц Григорий Ефимович, Михальченко Михаил Дмитриевич. Писаренко Юрий Васильевич,
Заруцких Татьяна Эдуардовна. Элкснин Ольга Борисовна. И последние 5 лет школу возглавляет Коновалов Вячеслав Владимирович. Главные помощники в работе директора – это, конечно же, завучи. Они заботливые, отзывчивые, неравнодушные. Людмила Ивановна Писулева. Мария Афанасьевна Исакова. Николай Иванович Купцов. Крутилова Маргарита Ивановна. Зоя Маджидовна Уховакина. Алексеенкова Наталья Олеговна. И, конечно же, Ольга Борисовна Элкснин. Мелькают годы и шуршат страницы, но забывать мы не имеем права. Знакомые и молодые лица, что школе принесли почет и славу. Сегодня нужно отдать дань памяти и уважения тем педагогам, кто всю свою жизнь связал с нашей школой и останется в сердцах коллег и учеников навсегда. Андрей Дементьев. Не смейте забывать учителей. Не смейте забывать учителей. Они о нас тревожатся и помнят, и в тишине задумавшихся комнат ждут наших возвращений и вестей. А им не хватает этих встреч нечастых, и сколько бы ни миновало лет, слагается учительское счастье из наших ученических побед. А мы порой так безразличны к ним. Под Новый год не шлем им поздравления, и в суете или попросту из лени не пишем, не заходим, не звоним. Они нас ждут, они следят за нами и радуются каждый раз за тех, кто снова выдержал экзамен на мужество, на честность, на успех. Не смейте забывать учителей. Учитель. Как и чем измерить его нелегкий труд? Каждый учитель предан школе и детям. С особым уважением мы относимся к ветеранам, педагогам. Сегодня невозможно перечислить всех учителей, отдавших школе не один десяток лет. Мы рады видеть вас в этом зале. Вас, таких же молодых, энергичных и влюбленных в свою профессию. Приглашаем на сцену учеников 3-го С-класса. Давайте говорить друг другу комплименты. Давайте восклицать, друг другом восхищаться. Высокопарных слов не надо опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви, счастливые моменты. Учитель, какое прекрасное слово! Оно в нашей жизни и свет, и основа. Сияет для нас путеводной звездой и в мир новых знаний ведет за собой. Учитель, какое высокое слово! Его повторяем мы снова и снова.
наш старший товарищ, наш искренний друг. Он ключ, открывающий кладезь наук. Можно в жизни всему научиться, воплотить много новых идей. Но учителем нужно родиться, чтобы жить на земле для детей. Осыпанный цветным дождем букетов и озаренный блеском сотен глаз, прими, учитель, не слова привета, а часть души от благодарных нас. Молодцы. Спускайтесь потом в зал. В зал зайдете к своему классу. Уважаемые члены дружной семьи Пяхлемяйской гимназии, мне кажется, юбилей – это замечательный повод поблагодарить за долгий, преданный труд в стенах Нарвской Пяхлемяйской гимназии тех учителей, которые отдают свои все знания, умения, время, силы для того, чтобы новые и новые поколения учеников выходили из школы и умными, и развитыми, и были готовы улучшать мир вокруг них. Я сегодня хочу воспользоваться этой возможностью и передать благодарности, подписанные мэром города Катри Райк и директором школы, то есть мной, для того, чтобы отметить тех учителей, которые провели в школе 35 и более лет. Для этого приглашаю на сцену Валентину Анатольевну Вавилову. Ларису Михайловну Большакову. Галину Федоровну Малышеву. Ольгу Анатольевну Грачеву. Светлану Васильевну Смелову. Елену Анатольевну Филиппову.
такой же срок в нашей школе работают и отдают свое время, силу и энергию секретарь делопроизводителей Татьяна Васильевна Соколова. Спасибо большое. Библиотекарь нашей школы Елена Алексеева. И с особым трепетом я хочу пригласить на эту сцену одного из самых популярных работников технического персонала. У нее зоркий глаз, твердая рука и доброе сердце. Антонину Анатольевну Барткив. Аплодисменты. Спасибо вам большое, дорогие коллеги. Время не стоит на месте. Оно неустанно движется вперед. 50 лет – это большой срок. Сколько событий произошло за этот период? Что-то забылось, стерлось. К счастью, многое осталось в нашей памяти и стало историей. Новой традицией юбилейного концерта становится эстонский танец в исполнении учителей. Кайраян, встречаем! Вот такая она, Пехлемяйская гимназия. А наша история продолжается, и хочется верить, что наша школа переживет еще не один юбилей. А все хорошие дела, сделанные поколениями, это ориентир для преемников. Они сделали много, но мы должны пойти дальше и сделать еще больше. Живи, школа! С днем рождения! Пусть всем улыбается судьба. Учителям, детям, выпускникам. Мы желаем нашей школе только взлетов и крепкого здоровья. Проходят юбилеи, словно сны.
как запятые в жизненном писании, и вновь вперед, к дыханию весны, к вершинам творческих стремлений и познаний. Что ж, пусть нелегок путь и где-то каменист, но, подводя итог прошедших буден, мы словно начинаем новый лист, как новый день, который завтра будет. Будь осторожной и стремись за своим вчерашним прошлым зачеркнуть свою тень по миллиметру, закричать и бежать навстречу ветру. Я хочу прошептать, а кто услышит? Я хочу закричать как можно тише и слезой растопить стальные цепи. Плачет дождь, плачу я, мы словно дети. Я хочу закричать как можно тише. Моя воля сильна, да кто поверит? Я знаю, слезам никто не верит. Начнем сначала и жизнь сильно будет мало. Не затуманит белый день, где сосны от янтарных слез, где сосны от янтарных слез утрет заботливый аллей. И как ребенок с детворой ты лепишь снежную.
года, летят десятилетия, вращается усталая земля. Но каждый день сюда приходят дети, и каждый день их ждут учителя. Примите музыкальное поздравление от учителей нашей школы. Пошли. Музыку по идее должна заиграть, потому что ты меня толкни, когда идти. Да, Оль, музыка начнется и пойдет. Пошла, Оля, пошла.
Маленькая техническая неувязка. Когда родился новый учитель, к его колыбели спустилась 3 феи. И сказала первая фея: ты будешь вечно молода, потому что рядом с тобой всегда будут дети. И сказала вторая фея: ты будешь красива мыслями и душой, потому что нет благороднее призвания, чем дарить свое сердце детям. И сказала третья фея: ты будешь бессмертна, потому что ты продолжишь свою жизнь в своих учениках. И тут к колыбели спустилась 4-я, злая фея, и мрачным голосом проверещала: ну ты вечно будешь проверять тетради. Рабочий день твой будет 8 часов до обеда и 8 после. Все мысли твои будут о школе и только о школе, а иногда и никогда, точнее, ты не успокоишься. Так что выбирай, пока не поздно. Поздно. Эта фея всегда приходит слишком поздно. И те учителя, которые решили связать свою жизнь со школой, с детьми, никогда не изменяют этой прекрасной профессии. И даже те, кто уже на заслуженном отдыхе, не забывают родную школу. Справляться с такой творческой, иногда напряженной и непрекращающейся, но любимой работой помогает юмор. Вредные советы для учителей от Георгия Остера и учителей нашей школы в исполнении Натальи Викторовны Лесиной. И не ставим запятых, вы тогда его оставьте как-нибудь после урока. Пусть при вас он перепишет, например, «Войну и мир». Если дети в вашем классе сменку никогда не носят, и поэтому должны
мобилкой на серьезную контрольку, это очень классно. Собирайте все в пакет. А потом, после урока, вы родителям звоните. Пусть приносят в школу выпуск за запретный телефон. И тогда нам хватит денег на ремонт и окна века, на большой огнетушитель и на музыкализацию. Если вдруг вы заболели, как зомби до колен, на больничный не ходите, дома нечего сидеть. Приходите на уроки инфекции, делитесь. Здравствуйте, станем в школе. Если вы, проснувшись утром, вдруг не с той ноги поднялись, если мучает изжога, камни в почках, их играет, как придете на занятия, сразу ставьте все под двойки. Пусть другим будет тоже неприятно. Если ваш урок последний, то прогуливайте смело. После шопинга в кафешке с другом можно посидеть. Пусть без вас скучают дети и учебники листают. И в бесплатном ожидании как нежно пластике. Если сбил вас в коридоре быстроногий первоклассник, разбегитесь, догоните, поймайте на колесо. Пусть все видят, что учитель, вы неплохой, спортивный форме. Пусть вас всю зауважают. Только надо не упасть. Если девочки помните, ходят в школу как на танцы, не сносят джинсы ниже бедер и открытые кульки, вы на этом мягком месте напишите: здесь был Паша. И поставьте дату, подпись и квадратную печать. Если вдруг из министерства нашим образование к вам комиссия приедет, запирайте крепко дверь. Пусть стучатся, хоть ногами, ни за что не открывайте. И скажите: террористов мы не пустим на порог. Если вредный совет в школе мы не практикуем, если мы над ними вместе посмеялись от души, значит, все у нас нормально, чувство юмора в порядке. И назвать нас можно смело: любимые учителя. Вот уже 50 лет школа гостеприимно распахивает свои двери. Каждый день ученики и учителя торопятся в этот дом, где проводят большую часть дня, а значит и жизни. Представляем вашему вниманию совместный номер учителей и учеников.
НПГ Family. Один день из школьной жизни.
команда нашей школы сегодня это 89 учителей, 26 технических работников и 1044 ученика. А все вместе мы интересный, творческий коллектив, представляющий сплав опыта и молодого энтузиазма. На финальную песню приглашаем на сцену коллектив гимназии. Чуть ближе, коллеги. Подальше. Life is good. 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 Первый прозвучал звонок. Дни сливаются в года. 7:50 не срок. И еще пройдет полста. Мы берем от жизни все. Нету завтра, есть сейчас. Это жизнь водоворот, и падение, и взлет. До мечты один лишь шаг. Life is good, скажем вместе. Life is good, этой песней. Life is good, жизнь прекрасна. Life is good, life is good, скажем вместе. Life is good, этой песней. Life is good, жизнь прекрасна. Life is good. Гимназия в нашем сердце навсегда. Учение свет, а не учение это тьма. Никто не вытащит тебя оттуда, лишь она одна, и это тоже навсегда. Как иначе, не иначе, замыкая круг. И ты начала, кто-то подхватил. Is good, и спасая этот мир от силы зла и тьмы. Школой все объединились и поем со сцены мы. Life is good, скажем вместе. Life is good, этой песней. Life is good, жизнь прекрасна. Life is good, life is good, скажем вместе. Life is good, этой песней. Life is good, жизнь прекрасна. Life is good. Объединились, чтоб учить. На все вопросы дать ответ. И мы хотим вам дать совет. Жить Ты добро и свет, оставь в жизни яркий свет. Life is good, скажем вместе. Life is good, этой песней. Life is good, жизнь прекрасна. Life is good, life is good, доверяя. Life is good, вечно с нами. Life is good, жизнь прекрасна. Life is good. Дорогие друзья, большое спасибо, что были сегодня с нами, разделили радость нашего праздника. Пожалуйста, любите друг друга, будьте счастливы, здоровы, и пусть всегда в вашей семье, в вашей стране, на земле будет мир. Мы обязательно встретимся через 5, 10, может быть 15 или 20 лет, может быть другим составом, может быть в другом месте, может быть на другом языке. Но самое главное, Пяхлемяя будет жить! Будет жить!